Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русский язык, 4 класс, 9 урок, раздел «Моя Родина Казахстан», тема урока «Мои достижения». Я могу отвечать на вопросы, заставлять формулировать вопросы текстом, участвовать в речевой ситуации, правильно использовать в речи на письме слова, словосочетания, предложения, правильно писать знакомые слова. И понимать содержание устной речи, ключевые идеи текстов, лексическое значение слов и словосочетаний. Упражнение номер 1. Прочитай: столица Казахстана Астана. Это прекрасный город, расположен в центральной части Казахстана на берегу реки Исы. Архитекторы, дизайнеры, строители создали уникальные здания, памятники, скульптуры, парки, памятники и фонтаны. Астана стала крупным деловым центром. Ответь на вопрос: где расположена Астана? В центральной части Казахстана на берегу реки Исы. Кто создавал уникальные сооружения? Архитекторы, дизайнеры, строители. Что создавали архитекторы и строители? Уникальные здания, памятники, скульптуры, парки, цветники и фонтаны. Чем стала Астана? Нур-Султан стал крупным центром. Запиши последнее ее предложение в тетрадь. Запиши последнее предложение в тетрадь. Нур-Султан стал крупным деловым центром. Установи соответствие. Что символизирует голубой цвет флага? Единство народов, чистота помыслов. Что символизирует солнце на флаге? Символ жизни и благополучия. Что символизирует орел на флаге? Символ свободы и независимости. Что символизирует на гербе шанрак? Мир, традиции, семейное благополучие. Что символизирует на гербе шанрак? Уважение к флагу — это уважение к кому? Народу, к чему? Государству. Упражнение номер 3. Послушай притчу. Отец и сыновья. Отец учил своих сыновей, чтобы они жили в мире и согласии, но сыновья его не слушались и вечно ссорились. Однажды отец попросил сыновей принести веник и сломать его. Сколько ни старались сыновья, так и не смогли его сломать. Тогда отец развязал веник и велел сломать по прутику. Быстро сыновья сломали прутья веника поодиночке. Отец и говорит: так и вы, если в согласии жить будете, никто вас не одолеет. А если будете ссориться и все одиночки делать, вас любой победит. Какова ключевая идея притчи? Чтобы дети жили в мире и согласии. Придумай 3 вопроса по содержанию текста. Запиши их в тетрадях. Что отец попросил принести? Что отец сказал? Сколько было сыновей? Подходит ли фраза «в единстве сила» к этой притче? Да, эта фраза подходит к тексту. Притчу. Обоснуй. Упражнение номер 4. Сравни, сделай вывод. Заполни таблицу. Какой признак существительного лежит в основе деления на какие группы? А кто? Отец, кто сыновья, что веник, что прутья. Кто отец, что веник. Кто сыновья, что прутья. Вы, все граждане Казахстана, имеют равное право. Упражнение номер 5. Сгруппируй пословицы по смыслу. Любовь к родине у семейного очага зарождаются. Утансию от пасна басталады. Человек без родины, что соловей без леса. Утанс адам ормансыз был. На родине и воздух лекарства. Туған жер на родине воздух лекарства. Туған жердің ауасында шипа. Упражнение номер 6. Закончи предложение. Моя родина – это Казахстан. Когда я вырасту, то буду патриотом своей страны. Я хочу, чтобы моя страна была дружной, мирной и веселой. Я благодарен своей родине за то, что у меня есть мир в стране. Упражнение номер 7. Выбери правильный ответ. Какие кружки
занимательные, интересные. Какие кружки, стеклянные, чайные. Ребята, урок окончен, до свидания.